Ремесленник достигает идеала, следуя канонам, художник их нарушая. Практически все работы выполнены в жанре ню, но это не просто обнаженные тела, а произведение удивительного человека Людмилы Караевой. Здесь собрано около 40 скульптур, и каждая индивидуальна. В них показаны различные порывы души. Художник в буквальном смысле обнажает перед нами чувства персонажей. Все эти шедевры искусства представлены на выставке в музее имени Туганова. Сколько я себя помню, столько я занималась творчеством, потому что, я не представляю, как без этого вообще можно жить. Воятельница обучалась мастерству в лучших художественных академиях по всему миру – в Таллине, Таджикистане, России. Работа над скульптурами – то, без чего невозможно жить в творческой натуре Людмилы. Лепить, рубить, шлифовать и окрашивать. Объемные работы и поиск новых форм – ее стихия. С математической точностью скульптор в каждой работе находит новое пластическое решение. Автор не переступает законов природы, а стилизует натуру. Ее обнаженные фигуры чисты и целомудренны. Людмила – лауреат многочисленных международных конкурсов. Ее работы регулярно выставляются в лучших музеях Франции, Австрии, Нидерландов и Италии. В Северной Осетии персональная выставка представлена впервые. В коллекции органично сочетаются фигуры из бронзы, камня, мрамора, дерева и пластика. Когда я начинаю придумывать композицию, то я исхожу исключительно из пластических каких-то решений. Вот мне интересно исключительно форма, то есть вот как одна форма маленькая соотносится с большой, ритм, и как вставляется там шарик в треугольник и так далее. Реабилитация красоты – название выставки не случайно. По словам Людмилы Караевой, современное искусство сегодня во многом противоречит традиционным ценностям в творчестве. Погоня за оригинальностью часто приводит к искажению прекрасного. В своих работах наша землячка передает вечные достоинства – гармонию и изящность. Вот эта замкнутость, она не только психологическая, она в первую очередь, конечно, формальная. То есть для меня форма она должна быть центробежная, то есть у нее вот эти ритмы, они в себе. И вот эта формальная завершенность, такая внутреннее напряжение, оно и создает такую психологическую наполненность. Все увиденное, прочитанное, пережитое Людмилой трансформируется и переходит в творчество, в тот узнаваемый, характерный стиль, свойственный только ей. Этот жанр называют самым опасным в искусстве. Возможно, именно поэтому он и был так привлекателен для художников во все времена. Ведь только самые искусные мастера могли наделить настоящей магией, казалось бы, самое простое, что есть в природе – человеческое тело. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.